Открыл концерт глава республики Махмуд Али Калиматов. Он поздравил собравшихся с Днем Победы. Сегодня День Победы. Каждый в этот день, каждый год мы чествуем военных, мы помним и поминаем тех, кто ушел, защищая нас, наше будущее. У нас из Ингушетии в Великую Отечественную войну ушли на фронт 21 тысяча человек. И не вернулись тоже тысячи. Сегодня я видел столько людей, столько пришли. Я вам очень благодарен. Это очень важно для нас помнить тех, кто сегодня подарил нам нашу жизнь. Вы знаете, что сегодня опять чума, коричневая чума, она тоже поднимает голову. Но сегодня, опережая, чтобы на нашей территории этого не было, наш верховный главнокомандующий, наш президент Владимир Владимирович Путин опередил. И наши ребята сегодня опять находятся на передовой. Да, сегодня мы можем сказать, что они с честью выполняют свой долг. Но есть и горечь того, что сегодня тоже есть у нас потери. Мы должны понимать, каждый день, который мы думаем о том и понимаем на своем рабочем месте, что это нам подарок, что мы сегодня живы, здоровы, мы должны жить и продвигать их мысли и реализовывать их. Они тоже же мечтали, у них тоже была мечта, чтобы наша Родина расцветала, чтобы дети, внуки, правнуки сегодняшние продвигали вперед их задумки. И мы реализуем сегодня своим трудом, учебой, отношением. Поэтому я хотел бы искренне поздравить ветеранов войны. У нас их мало все равно, участников. У нас работники тыла. Сегодня тоже мы должны чествовать их. И чествует сегодня и вся Россия. Сегодня, я думаю, тот праздник, который сегодня на Красной площади, мы в мыслях и поступках едины с нашим президентом. И мы точно знаем, что будущее за нами, победа будет за нами. Слава воинам России, российской армии, слава ветеранам. Своеобразная летопись роковых-сороковых. Последний бой, журавли, Катюша. Песни, опаленные войной, звучат уже из уст потомков, тех самых победителей. Концерт, который объединяет представителей разных возрастов и музыкальных направлений в память о людях, подаривших этому миру победу. Ракета, и вместе с ней горы закат. Зураб Зурапов к этому выступлению готовился чуть ли не с раннего детства. Говорит, решился исполнить балладу о войне на широкую публику только в более зрелом возрасте. Я исполнял песню Дмитрия Хворостовского «На безымянной высоте». Что могу о ней сказать? Она передает всю картину тех годов, то, как проходило все это, как жил один человек, и он рассказывает, грубо говоря, свою историю о том, что он прошел, кого он потерял и что он оставил на этой войне. Песни, которые помогали выдержать тягости фронтовой жизни, поднять боевой дух и найти в себе силы двигаться дальше. Их помнят, любят и до сих пор слушают. Каждая строчка – памятник отваге и героизму советских солдат. Истории, воспеваемые в песнях, не могут не затронуть сердца, потому как война коснулась каждой семьи, наших с вами родных и близких. День Победы – большой праздник, торжество для каждого. Красивый, но и в то же время тяжелый праздник для нашего народа, потому что многие семьи остались без брата, без отца, без мужа,
Но несмотря на это, наш народ достойно выжил, пришел к этой знаменательной дате. Хочется наш народ поздравить еще раз, пожелать ему здоровья, с этой великой победой поздравить их, вот, я говорю, во-первых. И во-вторых, так как у меня и муж военный, мне хочется, я говорю, тем более в войне поздравить наш народ. И я говорю, и пожелать ему удачи, успехов, да, и Каждый год все дальше и дальше отдаляет нас от того победного мая. Война вернула домой не всех, но несмотря ни на что, они живы в наших сердцах, а их слава вечна. Тамара Хашагульгова, Мухаммад Белакиев, Новости 24.